Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами журналист Вера Макарова. Сегодня в нашей студии начальник отделения воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия, майор внутренней службы Аян Иванович Стручков. Аян Иванович Стручков родился в 1982 году в поселке Батагай Верхоянского района. Школу закончил в селе Тыккиёль Татинского района. После школы поступил в юридический институт МВД России, якутский филиал, в правоохранительных органах с 1999 года, в уголовно-исполнительной системе с 2011 года. В настоящее время служит на должности начальника отделения воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия. Звание майор внутренней службы. Аян Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ежегодно 14 июня отмечается День работника воспитательной службы уголовно-исполнительной системы. Сегодня какие задачи стоят перед вашими сотрудниками? Да, 14 июня исполнилось 60 лет со дня образования воспитательной службы уголовно-исполнительной системы. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших сотрудников и работников воспитательных служб, пожелать им крепкого здоровья, также семейного благополучия. Ну, задачи, какие у нас перед нами стоят, это именно воспитательная работа направлена на исправление осужденных, то есть формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, к обществу, к труду, к нормам и правилам человеческого общежития, на повышение их общеобразовательного и культурного уровня. Работа воспитательной службы многогранна же, да? И постоянно находится в развитии и поиске новых форм работы. Сегодня вот какие нововведения есть в вашей службе? И участвуют ли в воспитательной работе общественные организации, там, религиозные конфессии, деятели культуры, искусства, спорта? Ну да, как вы все знаете, в нашем государстве идет курс именно на гуманизацию наказаний в целом. И это не может не сказаться на всю систему, уголовно-исполнительную систему. Вот, если раньше у нас, то есть работа начальника отряда сводилась к тому, что они проводили индивидуальную работу с осужденным, беседы, в настоящее время мы уже привлекаем не только сотрудников учреждения, также и Институт гражданского общества. Это также, общественники? Да, общественники. Также при управлении нашим создан общественный совет, который проводит с нами воспитательную работу во всех учреждениях. Есть попечительские советы, которые именно призваны на улучшение материально-бытовых условий осужденных. Ну, вся работа в целом именно направлена на ресоциализацию тех же самых осужденных, чтобы их подготовить к освобождению. Созданы ли соответствующие условия для воспитательной работы, как вы думаете? Ну да, на сегодняшний день во всех наших учреждениях есть свой библиотечный фонд. Во всех колониях, да? Во всех колониях, да. Где у нас есть и художественная литература, научная, документальная, юридическая. И как часто она обновляется, вот эта библиотека? Ну, постоянно идет обновление, то есть та же самая юридическая литература, она постоянно обновляется. Вот. Кроме того, в большинстве учреждений у нас есть клубы, где проводятся культурно-досуговые мероприятия. Вот. Как и еще хочу отметить... Самый большой клуб это в Табаге, да? Да, в Табаге. Вот. Как еще я хотел ранее отметил, внедряются новые методы воспитательной работы. И в каждом учреждении у нас есть комнаты воспитательной работы. Вот. Ежегодно мы проводим спартакиаду среди осужденных. При этих мероприятиях нам постоянно помогает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Министерство спорта, также общественный совет при управлении. То есть у нас оборудование в нормальном состоянии. А как ведется это взаимодействие с другими службами уголовно-исполнительной системы? Вы как взаимодействуете? То есть, со своими другими службами? Да. Они помогают вообще в воспитательной работе? Конечно, у нас во всех учреждениях созданы советы воспитателей отряда.
Вот туда входят представители всех отделов. Это? Ну, отдел безопасности, Оперативно. оперативный отдел, отдел тылового обеспечения. Ну, все службы, все перечислять не буду. И хочу вот именно сказать, что кроме отделов и служб, еще туда входят и преподаватели. То есть учебно-консультационного пункта, также вечерние школы. Также туда входят медицинские работники. Тоже входят. То есть все сводится к тому, чтобы работа проводилась именно воспитательно всеми службами администрации. Вот буквально вчера вот в колонии номер 7 Табагиде прошел ЭСЭХ, и во всех, что ли, колониях будут проводиться эти ЭСЭХи? Да, конечно, у нас это ежегодно идет с помощью той же самой организации, которую я уже назвал, Общественный совет. Наверное, самый долгожданный праздник для осужденных, да? Да, хочу сказать, не единственный праздник, который у нас проводится. Еще спартакиада летняя будет ждет? Да, спартакиада летняя, и еще у нас проводится мини-футбол. То есть особенно весной, да? Да, весной. Вот как известно, вот ключевой фигурой в системе воспитательной работы является начальник отряда. Ну, человек, который непосредственно ежедневно находится с осужденными, да, знает, кто как, чем дышит. И вот какие основные проблемы в их работе вы видите? Есть проблемы? Ну, как вы правильно отметили, что начальник отряда действительно является ключевой фигурой вот именно в системе воспитательной работы, в системе УИС. Сразу скажу, что на должность начальника отряда идет тщательный подбор. Человек должен обладать организаторскими способностями, деловыми качествами, чтобы позволять, чтобы организовать свою работу воспитательную в своем отряде. Он должен найти взаимоотношения и с осужденными, и с другими отделами, вот, которые вы спрашивали, как они именно проводят воспитательную работу. Ну, именно вся работа, цель всей этой работы именно исправление и ресоциализация осужденных. А как вы думаете, есть доверие вот к начальникам отряда? Доверие осужденных, имею в виду? Да. Ну вот, пользуясь случаем, как раз можете отметить своих лучших сотрудников, воспитателей, начальников отряда. Мне известно, что в колонии поселения номер 2 есть единственная женщина, начальник отряда Александра Макаровна Попова. Не хотелось бы кого-то конкретно, персонально отмечать. Вот, я именно скажу, что в нашей службе каждый сотрудник является высококвалифицированным и отвечает тем требованиям, которые предъявляются к воспитательной службе в целом. Вот в обществе укоренился такой стереотип, что тюрьма человека не исправляет, а разрушает. Вы согласны с этим мнением? И ведь статистика показывает, что какой-то некий процент освободившихся лиц, да, из мест лишения свободы, рано или поздно возвращается обратно туда. И как вы думаете, от чего это зависит или от кого? От сотрудников уголовно-исполнительной системы, скажем так, от сотрудников колонии, да? Либо от родных этого человека или от самого человека? Ну, не стану отрицать, что действительно часть осужденных возвращается в места лишения свободы, но, к сожалению, вот, вынужден констатировать факт, что наше общество еще не готово принимать людей, освободившихся из мест лишения свободы. Общество не готово? Нет, не готово. Люди после отбывания наказания чувствуют отношение к себе, вот, находясь на свободе. Зачастую формально совершают преступления, чтобы вернуться в места лишения свободы, ну, в колонию, то же самое. Однако вот та работа, которая проводится начальниками отряда, также вот всеми службами уголовно-исполнительной системы, она именно нацелена прежде всего на снижение рецидива преступности. То есть снижение лиц, которые возвращаются в исправительные учреждения. Аян Иванович, спасибо, что приняли наше приглашение, участвовали в нашей передаче. Напомню, что у нас сегодня в гостях был начальник отделения воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний, майор внутренней службы Аян Иванович Стручков. Это была передача «Акцент». До новых встреч!